Здравствуйте, меня зовут Пушенова Эльмира Ермековна. Я учитель русского языка и литературы школы номер 1 города Актау. Мой проект называется «Вимилингва лабиринт» или «Причастие в картинках». Новизна данного проекта заключается в том, что, работая с вимильбухами, учащиеся выстраивают свой собственный маршрут чтения, развивая навыки функциональной грамотности. Традиционная методика привыкла рассматривать текст как линейное пространство. Вимильбух является полным его антиподом. Вимель в переводе с немецкого означает «кишащий», «изобилующий», позволяет собирать разрозненную информацию в единое целое. Рассматривая мелкие детали, учащиеся могут собрать свою историю, интересное эссе или же историю от лица какого-либо героя, которого они нашли на вимильбухе. Сегодня на моем проекте мы рассмотрим причастие в картинках. Урок начинаем с загадочной детали. Внимание! Черный ящик. Учащиеся выступают в роли юных детективов-лингвистов. Перед ними черный ящик, в котором зашифрованы 3 предмета. Первый предмет – это целая вселенная, содержащая в себе знания многих поколений. Она может быть художественной, научной или даже кулинарной. Второй предмет – это инструмент, позволяющий увидеть то, что скрыто от невооруженного глаза. И третий предмет – это мелкие разрозненные детали, соединяя которые мы получаем единое целое. Что же это за предметы? Конечно же, ученики называют, что это книга, лупа и пазл. Следующий этап урока – получение письма от незнакомца. Я читаю письмо от загадочного незнакомца. Я пишу вам, находясь в удивительном месте. Это книга без слов. Ее страницы – это целый город, наполненный людьми, спешащими на работу и смеющимися детьми. Повсюду стоят дома, окрашенные в яркие цвета, и плывут по небу облака. Ветер, шумящий в листве деревьев, доносится до меня голоса. Как вы думаете, что это за слова? Учащиеся, конечно же, догадываются о том, что речь идет о причастиях. И вот первое задание для юных детективов-лингвистов. Ребята перед началом урока получают рабочие листы «Загадочное дело номер 7», в котором находятся задания. Они должны выполнить в течение урока эти задания. И первое задание – это место происшествия. Нужно выписать 10 причастий, рассматривая вимильбух. Ребята могут использовать лупы. Среди причастий, которые выписали мои ученики, например, такие: бегающие дети, едущие верхом на лошади, собранный урожай, открытое окно, сидящий на крыше, лежащее под деревом, собирающий яблоки, упавшее яблоко. Далее задача перед детьми – классифицировать данные улики. Следующее задание, которое должны выполнить юные детективы-лингвисты – распределить причастия по 2 группам – действительные и страдательные. Выписанные причастия учащиеся распределяют в 2 столбика. А далее ученики выполняют еще одно интересное задание – проводят экспертизу, выделяют суффиксы действительных причастий и страдательных причастий в выписанных ими примерах. Как настоящие детективы, они должны написать целое досье на подозреваемого. Их задача – выбрать какой-либо персонаж на вимильбухе и написать историю об этом персонаже. Задание подробно описано на данном слайде. Эта творческая работа называется «Допрос свидетеля». Перед вами варианты. Например, человек, сидящий на крыше, дедушка, потерявший очки, либо девочка, сидящая на лошади. Ученики в течение нескольких минут пишут эссе, выбирая себе подходящий персонаж. Наше загадочное детективное расследование подходит к концу. Здесь, на данном этапе, мы даем домашнее задание учащимся. Написать эссе, но эссе необычное,
от лица предмета, который находят они также на Вимельбухе. Например, я яблоко, упавшее с ветки, или я яблоко, лежащее в траве. И заключительный этап урока – рефлексия. Перед учащимися 3 стикера – книга, лупа и пазл. Если учащимся удалось полностью довести расследование до конца, выполнить все задания в рабочем листе, они к своему рабочему листу прикладывают книгу. Если же им осталось что-то завершить, какая-то улика осталась незамеченной, то тогда они прикрепляют к рабочему листу лупу. А если же ученик совсем не справился с заданием, либо справился частично, тогда он выбирает пазл и прикрепляет к рабочему листу свой пазл. Итак, я показала вам свой опыт работы с Вимельбухом, как можно построить урок интересно, разгадывая Вильма-лингва-лабиринт, и при этом закрепить такую сложную тему, как употребление причастий в речи. Надеюсь, мой проект будет вам полезен. Благодарю за внимание.